Камарбзия Мегубрыбо, я Давид, а это журналистка Анна Гуния, а за ней последует блогер Ричард Маргия. Как называется идеология национального превосходства и угнетения другого народа? Шовинизм же, точно, шовинизм. А что сделали грузины, шовинисты? Ну что они умеют делать хорошо? Только ор поднимать, желчь изливать, оскорблять и язвить. Недорогие вы наши соседи. Но у наших заингурских соседей появился контент. В общем, они никого за людей не считают. Вы считаете, что вы какие-то там голубых кровей, арийская нация там и так далее. Вот вы, а потом все остальные. Ну, Абхазия всегда славилась то, что она многонациональная. Тут много разных культур, они как бы соединены воедино, взаимоуважение. Что касаемо религии, национальности. Это лишь малая часть тех доблестных абхазов с оккупированных территорий, кто с серьезными лицами рассказывает, какие мы, грузины, ужасные шовинисты и нацисты. Что мы, мол, голубых кровей, на всех смотрим свысока и вообще пора уже перестать так себя вести. Это уже даже и не смешно. Особенно, когда такие вещи говорят люди, у которых в так называемой Конституции Абхазии прямо черным по белому написано: президентом может быть только этнический абхаз. И эти люди имеют наглость учить нас, грузин, толерантности. Еще раз, медленно, в их собственной так называемой Конституции стоит национальный ценз. Статья 49. Ни гражданин Абхазии, ни человек, который там родился и прожил всю свою жизнь, а именно этнический абхаз. Чистая расовая статья. И после этого они с экрана рассказывают нам про шовинизм и нацизм. Просто классика. Так что, недорогие вы наши борцы с грузинским шовинизмом с оккупированных территорий, прежде чем открывать рот про чью-то голубую кровь, откройте свою собственную так называемую Конституцию. Там у вас самый настоящий, чистокровный, юридически закрепленный шовинизм. И это не мнение, это ваш так называемый основной закон. С вами был Давид, не из русского мира.